Вы знаете, был период, когда я многих людей обвинял в предательстве, интересов и так далее. Сейчас я по-другому тоже на это смотрю. Я тоже понимаю, что они осторожничали, что они боялись за судьбу народа, понимали, что мы не с равными силами сталкиваемся. Они ведь не знали всего того, что мы делали, а мы на самом деле готовились все-таки к сопротивлению. Айтглера мне поручила заниматься без того, чтобы я информировал президиум подготовкой к сопротивлению. Мы в лесу собирались, мы планы строили, мы в оружие закупали, завозили. Всем этим занимались, поэтому я знал, что у нас есть достаточно сил, чтобы сопротивляться. И тем более по молодости вообще не было страха того, что мы проиграем войну, если грузины вяжутся в это дело. Если раз вы заговорили вот об оружии, вот хочу задать вопрос, который я время от времени слышала раньше. Сейчас, кстати говоря, уже этот вопрос не всплывает, но вот я помню, и во время войны тоже были люди, которые эмоционально говорили о том, что Народный форум обещал, что все будет, все закупит, если что начнется, у нас и есть все. Вот вообще кому-то делались вот такие обещания? Ну, знаете как, конечно, делались, когда люди приходили, на меня, например, спрашивали, я же не знаю, он провокатор, подослан или что. Я тоже, как и другие, говорил, не беспокойтесь, у нас все есть. Естественно, такие вещи говорили. Это и для противника нужно было говорить, что мы готовы, конечно. Но я, знаете, вот как Владислав Арзенбах говорил, каждый, кто принес 10 рублей, хотел автомат получить. Но так не получалось. Я после войны, поскольку такие разговоры были, на съезде, который сразу после войны был, огласил все цифры, сколько внесли денег, что на это было куплено, в том числе и бронетехника и прочее, понимаете. У нас была бухгалтерия, которая четко фиксировала все взносы, которые в Айтглера были. Ведь мы, кроме того, что там этим занимались, мы же ездили по всему Советскому Союзу, мы ездили по Северному Кавказу, проводили мероприятия. Все это, конечно, требовало средств. Ну, скажем так, пожертвования, да? От кого больше всего вот поступали в то время? Я понимаю, что богатых абхазов, зажиточных таких и так далее было мало, конечно. Я вам прямо хочу сказать, да. Я вам даже могу сказать, сколько было собрано денег. Сколько? Вот официально, то, что пришло в Айтглер, потому что у нас бухгалтер, 300 тысяч рублей. Это было перед войной не такая цифра, как сейчас, конечно, достаточно не маленькая, но понятно, что мы, знаете... Но для того, чтобы вооружиться для обороны от Грузии, для самообороны от Грузии, которая получила еще вооружение там, и так далее. Грузия получила после Ташкентского соглашения, после распада Советского Союза, все вооружение, которое находилось в Закавказском военном округе. Да, и в результате вот практически с голыми руками пришлось встретить войну, правда же? Вот очень мало было оружия, очень мало. Я на Красном мосту видела ребят с пистолетами. Да. С пистолетами туда пришли. Ну, на самом деле, знаете как, вот у нас муж Нехварский, например, да, он в Ленинградской области находился. И там скупали наши представители, скупали у вот этих искателей, которые времен Второй мировой войны оружие там раскапывали в окрестностях, они его приводили в порядок, чистили, и вот это вот покупали, присылали сюда нам. Кроме того, значит, 8-й полк здесь, который находился, его когда Советский Союз распался, расформировали, и они уходили, мы вооружение, там 750 стволов автоматов, все это оставили здесь. У нас было. Просто мы распределили его, поскольку нужно было как-то его хранить, и еще все-таки здесь Грузия была, это грузины были, и значительную часть Кварчала отправили. Вот. Ну и потом мы кое-какую бронетехнику завозили сюда, Нурсы купили в Южной Осетии. Абхазская гвардия, она была вооружена? Да, была вооружена. Абхазская гвардия.
Ну, вот эти формирования были, которые фактически подчинялись Айтглара. Ну, хотя, понятно, там формально они подчинялись МВД, Но но... мы да. финансированием их занимались. Все получилось так, как я вот и предполагал. Вот я же рассказал, что мы собирались, где-то в лесу собирались, перед войной обсуждали планы и так далее. Я тогда вот это и сказал, я говорю, знаете, война такая будет, что у нас фронт будет по Гуместе. И в Восточной Абхазии нужно будет действовать методом партизанской войны. Вот это все, что я говорил, так оно, кстати, и случилось.